IT-сектор начал переход на отечественные операционные системы и технику. В республике первым освоить системы решил Хакасский институт переподготовки и повышения квалификации. Сегодня там торжественно открыли центр, где представлены ноутбуки и программы российских компаний. Подробности у Марии Добрыниной. Внешне самый обычный класс информатики, но здесь важно внутреннее содержание как ноутбуков, так и самого программного обеспечения. Все это сделано российскими компаниями, а значит, лицензионные соглашения и обновления больше не зависят от настроения иностранных коллег. Любая уважающая себя страна должна иметь свои программные продукты, которые она полностью контролирует. Мы стараемся делать продукт, ориентированный на российского пользователя. Прежде всего разрабатываем его для российских граждан. Вот и в этом, наверное, основное наше преимущество. В первую очередь IT-реформа необходима для безопасности. Перейдут на отечественные аналоги в ближайшее время все госструктуры и учреждения, и сделать это безболезненно поможет Институт повышения квалификации. Единственный в республике, кто открыл обучающий центр. Здесь тысячи студентов и специалистов первыми освоят российский софт. Мы готовим инженеров горного отдела, мы готовим на сегодняшний день педагогов, мы сегодня готовим специалистов в области туризма и так далее. И у всех сегодня в рамках любых проектов существуют требования обучения, конечно, по информационным системам. И вот на сегодняшний день эта возможность имеет место быть, в том числе использовать наши современные технологии, которые есть в Российской Федерации. Изучить программное обеспечение и компьютерное оборудование помогут сами производители. Они проводят аттестацию специалистов, которые затем обучат всех желающих освоить российский аналог. Причем ноутбуки и их начинка переданы институту бесплатно в рамках партнерского соглашения. И так как это компании-производители, а не просто дилеры, с ремонтом и сервисным обслуживанием проблем не будет. Мы всегда на связи. Если оборудование нужно увезти и что-то там с ним где-то поделать, мы, сервисные центры это делают. Какие-то комплектующие там отправляем, если это нужно. Освоение антисанкционного ПК – это большой шаг к развитию региона и поддержка отечественного производителя. А насколько заявленное качество системного продукта будет соответствовать действительности, покажет время. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.